на видеоканале "Трезвый батя". Так как, получилось, что сейчас мне выдалось несколько свободных часов, оказался в окрестностях города Горно-Алтайска, поднялся в гору, вот, и решил, как в лучших традициях а, м, нашего канала, провести небольшой стрим. Вот, нашел какое-то такое сооружение, недостроенный дом или заброшку. Вот здесь вот расположился, у меня оказался с собою чайник, плитка. Вот стал пить чай и раздумывать о судьбах человечества. Ну, о чем еще, собственно говоря, раздумывать? Вот никого не предупреждал об этом стриме, поэтому он, наверное, будет доступен только в записи, скорее всего. Навряд ли кто-то будет, а, значит, извещен об этом. Вот. О чем я хочу сказать сегодня. Мы с вами живем сегодня в очень комфортной среде. Наверное, среди зрителей нашего стрима нет людей, которые там задумываются о хлебе насущном, да, ну, которые голодают прям по-настоящему, или у которых нет обуви, да, или которым негде переночевать, скорее всего. Э, вот. И я, как обычно, сначала поделюсь своими мыслями, а потом отвечу на вопросы. Вот. В основном смотрят YouTube люди благополучные, но если у вас есть, как бы сказать, возможность смотреть YouTube, наверное, вы не последние деньги тратите на там, оплату, ну, оплату ам, гигабайтов, вот, и интернета и так далее, и так далее. Вот. И большинство людей сейчас, конечно, живут в нашей стране, в России, благополучно. Вот. Ну, я знаете, о чем хотел бы сказать? Сегодня тему не очень приятную поднять. Вот, просто а, есть такое понятие не складывать яйца в одну корзину, да? Вот, нужно стараться не складывать яйца в одну корзину. И вот современная цивилизация, люди, которые живут в современной цивилизации, вот мы с вами, такое впечатление, что мы сложили яйца в одну корзину. Что это за корзина? Что это за яйца, да? Ну, вся наша жизнь, она привязана вот к смартфону. Вы смотрите сейчас меня через смартфон, и я с вами общаюсь через смартфон. Вот, мы учимся через смартфон, да, онлайн, программы разные, онлайн-курсы. Мы покупаем себе через смартфон, мы покупаем, значит, маркетплейсы все, Wildberries там, значит, и так далее. Вот, Озон. Все состоят, родители, в группах, классных, да, там, на WhatsApp и так далее. Мы переходим от WhatsApp к "Телеграму". В "Телеграме" листаем ленту новостей, через WhatsApp созваниваемся, пересылаем смски, смотрим, новости на различных, значит, лентах новостей. Вот, и, как бы переходим от телевизора к ноутбуку, от ноутбука к смартфону, да. Вот, и постоянно даже зарплату получить или пенсию получить сейчас, ну, без смартфона практически нельзя. Вот, и работу мы находим, и ориентируемся в пространстве. Все а, через, через интернет, так скажем, да. Поэтому вся наша жизнь сейчас зависит полностью и целиком от интернета. Вот, и, мы все время живем как бы в таком, информационном поле, да, или в информационном каком-то коконе таком, да. Постоянно, значит, получаем новости откуда-то, чьи-то оценки, смотрим блогеров, там экспертов различных, да, которые формируют нашу картину мира. Вот. И, в общем-то, если, например, 15 лет назад человека без смартфона можно было представить, да, вот, а сейчас, в принципе, ну, если у тебя нет смартфона, то ты практически выброшен из общества, из общественной жизни, да. Ты не сможешь ни учиться, ни лечиться, вот, ни зарплату получать, ни чё там покупать, по большому счету. Вот. Потому что, ну, например, зарплата или пенсия приходит на карту, кто ради тебя будет там специально менять условия оплаты,
или менять там, значит, ну, сам порядок оплаты, допустим. Нет, конечно, все получают так. Вот, и получается, что у нас вся жизнь, она связана с интернетом, связана с социальными сетями, связана вот с информационными технологиями. То есть все яйца лежат в одной корзине, так скажем. И мы себя, в общем-то, комфортно в этом чувствуем, вот, и не готовы с этим расстаться, да. Вот кто сейчас готов лишиться всего этого комфортного окружения, да, которое дают нам социальные сети, информационные технологии, интернет, значит, ну, смартфон конкретно и так далее. Потерял смартфон, все, это паника, это как бы ты лишился всех адресов, ты лишился всех связей, ты вообще как, знаете, как прокаженный, да, который в древности прокаженных их выводили из селения, выводили из селения, вот. И они должны были обитать где-то там, ну, не общаясь с людьми, чтобы их не заразить. Вот сейчас человек без смартфона, он как прокаженный. Вот. И я вот просто думаю, кто смотрел фильм «Матрица», я его не смотрел, но я знаю, что там есть такой эпизод, что там люди лежат просто, как бы сказать, ну, в каких-то ванночках таких теплых, да, скажем, вот, к ним подключены определенные провода, и им кажется, что они живут там яркой, разнообразной, интересной жизнью. Вот. А на самом деле это просто происходит у них в мозгу. Вот. Поэтому я просто говорю, что мы сейчас полностью завязана, наша жизнь завязана на информационные технологии, и без информационных технологий ты никто. Вот. Ты даже свою личность подтвердить не сможешь. Ну, там, может быть, паспорт у тебя есть, ну, а если где-то что-то там куда-то проехать или куда-то там зайти, вот там нужно вводить какой-нибудь там или QR-код, или двухконтурное подтверждение, да, на госуслугах и прочее, прочее, все. Вот. И я просто думаю, не те ли самые эти времена, когда, ну, о которых там пророчествовали старцы и прочее. То есть я вот не конспирологией увлекаюсь, а просто вот смотрите, то есть если у человека нет смартфона, он, в принципе, никто. То есть он может жить без смартфона только на берегу большой реки Енисей, в деревне, где нет интернета, и ловить рыбу, и там школа до 6 класса или до 8 класса, потому что больше нет учителей. Вот. Вот о чем я говорю, что мы сложили все яйца в одну корзину. И если эта корзина рухнет, то люди окажутся в очень неловком положении. То есть если человек сейчас или человек, или человечество, да, или какой-то народ, или какая отдельная общность лишится технологий информационных, то в принципе человек, ну, он будет беспомощным, он никто. Вот. Вот это вот не очень хорошо. Вот это не очень хорошо. А самое главное, что мы отучаемся думать. Мы отучаемся думать, и мы теряем, ну, навыки различные. То есть человек вообще сейчас, как бы не знает, чем даже заняться. Ну, там собираются друзья в кафе, они даже не знают, о чем поговорить. Сидят все в своих смартфонах, да. Дети, значит, пришли со школы, сделали быстренько уроки, там, выполнили какие-то поручения. Потом говорят: папа, мама, дайте мне там телефон или включите мне мультфильмы. То есть, в принципе, у детей нету как бы никакой альтернативы. А чем еще заняться? В футбол, что ли, играть? Ну, что за бред вроде того, что, да, или там куда-то в лес ходить? Да ну зачем? Вот. И вот это вот очень-очень настораживает, что у нас все сводится, собственно говоря, к смартфону. Даже наше с вами общение, оно сводится к смартфону. Вот. Я еще раз говорю, что я сейчас гуляю по окрестностям города Горно-Алтайска. Вот ребята проезжают на мотоцикле. Да, и действительно зашел в какой, ну, здесь какое-то строение такое, как бы оно немножко заброшенное, недостроенная какая-то баня или что-то такое. И вот здесь я разместился, чтобы поговорить о шаткости вообще нашего человеческого бытия. Вот мне вот эта вот заброшка, она напомнила об этом. Вот. И к чему я призываю, собственно говоря, я
у меня тут заряд не очень большой. Я сейчас заканчиваю свою пламенную речь и буду переходить к ответам на вопросы. Я призываю к тому, чтобы человеку все время жить осознанно. Вот, и для этого есть разные средства. Ну, например, это молитва, да, то есть человек обращается к Всевышнему. Вот, или посещение божественной литургии, да, храма. Вот, или когда на четках мы поминаем имя Божие. Вот, или, например, человек читает, да, или занимается каким-то видом искусства, или спортом, вот, или даже пьет чай, да, потому что это тоже чайное действо, это как бы момент осознанности. Вот, то есть я призываю к тому, чтобы всегда иметь альтернативу соцсетям, ну и вообще информационным вот этим технологиям в отношении развлечений, в отношении досуга, в отношении хобби. Пожалуйста, в комментариях напишите, какие у кого из наших участников чата есть хобби, кроме интернета, кроме смартфона, кто чем занимается. Вот, поэтому пить чай, заниматься спортом, молиться, заниматься разными видами искусства, вот, значит, там путешествовать, да, и так далее, и так далее. Нужно все делать и навыки не терять, но только не складывать все яйца в одну корзину, не погружаться полностью вот в современную информационную среду, где человек становится беспомощным и становится придатком машины. Ты просто ты нужен просто для того, чтобы заряжать смартфон. Смартфон тебя, так воспитал, чтобы ты только его заряжал и больше ничего. Напишите, пожалуйста, у кого какие есть хобби, а я начинаю, отвечать на вопросы. Здравствуйте, Михаил. Михаил, приветствую тебя. Так, на самом деле вы правы, нужно просто ограничивать время и давать своему мозгу отдыхать от экранов. Вот, правильно говорит, подписчик по имени Джаспер. Джаспер, наверное, да? Так читается. Вот. К чему это я говорю? Ну вот, по-моему, матрица, но между матрица и в людях в пещерах есть некий баланс, середина. Во всем нужно просто мир, работа и все. Непонятно, тут что-то Джаспер пишет как-то непонятно. Мера. Во всем нужна мера. Да, в том-то и дело, что современные люди меры-то не знают. В погружении в соцсети и в погружении в информационные технологии никакой меры мы не знаем. Мы и продаем, и покупаем, и общаемся, и узнаем новости, и учимся, и, значит, там оплачиваем, и все-все-все, и играем, и поздравляем только, ну, только с помощью соцсетей, и зарплату получаем. Вот я говорю, что это очень тревожно, что один только источник остался для нас жизненных сил. Твой дом сгорел, ты бомж из заброшки. Да, я говорю вам, что я вот здесь э, оказался в горах, в горах в окрестностях города Горно-Алтайска. Так, а что если... Так, соревна ли футбол и поход в лес стало ерундой, говорит Сергей Кириллов. Сергей, ну я рад, что у тебя как бы правильное к этому отношение, и ты живешь полной жизнью, у тебя есть другие способы развлечения, кроме похода в лес и кроме, кроме социальных сетей. Но, к сожалению, многие люди сейчас, они, ну, с головой погружены вот в эту тему, вот, и другие навыки уже теряют. Но все же во многих европейских странах сейчас запрещают смартфоны в школах. Это я считаю правильно, но то, что яйца все лежат в одной корзине, это неправда.
Ну, Джаспер, я, так сказать, просто выразил опасение. Если у вас есть другое мнение на этот счет, я очень рад. А я вот просто выразил такое опасение. И я считаю, что слишком большое место занимают в нашей жизни информационные технологии. Даже сегодня можно спокойно жить без смартфонов. Отделение банка все еще существует, супермаркеты существуют. Да, наверное, можно спокойно жить без смартфонов. Даже сегодня. Но это уже является как бы чем-то, ну, не то, что как бы выдающимся, а чем-то таким, что, ну, необычно, да, как бы вызывает определенное удивление. А почему? Вроде того, что. То есть это является необычным. Обычным является жить со смартфоном сейчас. Спортзалы существуют, книжные клубы существуют, университеты существуют, туда ты идешь физически. Да, Джаспер, я и призываю к тому, чтобы заниматься спортом, читать обычные книги, вот, учиться в университетах, ну, и очно, так сказать, а не только онлайн. Вот, и хорошо, если вы это понимаете, и у вас есть трезвое отношение к этому. Я, может быть, для самого себя это больше напоминаю. Я что-то для себя чувствую, что у меня многое занимает а, вот эта вот тема. Сказал он, сидя в соцсети. Да, конечно, я уже об этом сказал, что даже эту тему приходится поднимать в соцсетях. Но как, вот видите, парадокс какой. Сейчас мы что-то осознаем, общаемся и поднимаем важные проблемы, а в вреде и чрезмерном распространении соцсетей мы это поднимаем в соцсетях. Понимаете, что какой замкнутый круг получается. Наталья Котова пишет: я танцую фламенко. Хобби у Диметры — молиться. Поддерживаю. Так. Шаткость вот этого бытия, то я ощущаю только в Рашке, потому что вам в любой момент могут резать еще какую-то соцсеть или аппликацию в свободных странах. Этой шаткости нет. Ну, если бы шаткость, заключалась только в отключении какой-то соцсети, вот, шаткость-то в другом состоит. В том, что дети и люди вообще теряют навыки обычной жизни без смартфона. То есть становится неинтересным все остальное. Мне вот, например, моих детей, погулять приходится выгонять, ну, чуть ли не с ремнем. А ну-ка быстро пошли все погуляли, вроде того, что, да. Вот, потому что, ну, вот, никто из детей не хочет гулять. И из взрослых. Они бы гуляли, наверное, да, если взрослые с ними гуляли. Но мы же устаем, мы же устали, там на работе где-то что-то. Человек заходит, он сразу, к сожалению, хватается за смартфон и проводит зачастую с этим, ну, много времени, там, большинство даже времени домашнего. Вот я за собой это подметил, и я просто выражаю вот эту тревогу. Желаю Занимаюсь тем, чтобы солнце светило ярче и заряжало. Ага, медитация, Джаспер. Вот пишет, он медитацией занимается. Батюшка, что делать, если упустил Божью милость, возможность работать то, о чем просил Бога? Ну, значит, нужно работать там, где возможность есть. Вот, значит, Бог пока считает необходимым и нужным нам работать не там, где бы мы хотели, а там, где пока есть возможность. Ну, возможно, это нам полезно. Чай, наркотик. Ну, я не согласен с этим. Хожу на рыбалку, пишет дальневосточник. Хожу в лес, занимаюсь дачей, люблю больше время проводить в тайге. Дальневосточника приветствую с Алтая, поддерживаю. Так. Спорт, йога, медитация, чтение, велосипед, футбол и т.д. и т.д. Вот я очень рад за Джаспера, что у него такой разнообразный и подвижный образ жизни. А, попы на джипах. Сейчас, а ты? Я на кроссовере. Привет, Шаблино, пишет. Меня зовут... Ой-ой-ой. Какое-то сложное имя. Я из Индии. Давай дружить. Давай дружить. Рабадаванат Трутонапал. Давай дружить. Подписывайся на мой видеоканал.
трезвый батя, и будем дружить. Зову, когда подругу гулять, она половину времени в телефоне сидит, а на 19 и 22 минуточку стараюсь сейчас отойти от смартфона, постепенно сокращая время в сети. А на 19 и 22 минуточку стараюсь отойти от смартфона. Вот, то есть человек контролирует свое пребывание в смартфоне. Вот это очень правильно. Ассаламу алейкум из Узбекистана, Рауфхан. Рауфхан. Здравствуй, Рауфхан. Приветствуем тебя с Алтая. Батюшка, а сложно ли вам быть настоятелем храма? Михаил, ну, быть настоятелем храма несложно, я уже привык. Я уже привык. Ну, вообще-то сложно делать хорошо. Хорошим настоятелем быть сложно, а таким средней руки быть нетрудно. Но я вот средней руки, поэтому мне нетрудно. Как зависть контролировать? Пишет Дмитрий БББ. Но для того, чтобы контролировать зависть, нужно порадоваться за другого человека. Потому что мы завидуем обычно каким-то обстоятельствам жизни человека отдельным. Вот. А жизнь же человека, она многогранна. Ну, допустим, человек богат, но у него, условно говоря, ну, там, дети беспутные, да, там сын наркоман, допустим. Вот, с одной стороны, он богат, ему можно завидовать, а вот то, что дети в беде находятся, этому завидовать ведь ты не будешь. Так ты чему завидуешь? Полностью жизни этого человека или какой-то отдельной его стороне? То есть хотел бы ты встать на место этого человека, чтобы у тебя вот были такие проблемы или нет? Поэтому надо, если человек в чем-то преуспевает, за него нужно порадоваться и поблагодарить Бога, сказать: Господи, благодарю Тебя, что Ты дал этому человеку вот такие обстоятельства, достичь успеха в том или ином деле. Вот. Помоги ему, Господи, и помилуй. То есть надо помолиться и порадоваться за этого человека. Так, сейчас, секундочку. Из Индии не понимаем, почему русские говорят, что с ними Бог. Слышали? Такое неправильно. Ну, это, видимо, ощущение русских людей, что с ними Бог. Они чувствуют Бога рядом и стараются свою жизнь по мере сил. Не всегда это получается, но по мере сил строить по заповедям Божьим. Батюшка, сколько раз за жизнь видели шайтанов? Я шайтанов не видел никогда, демонов не видел. Ну, вот так, чтобы воочию я их не видел. И не хотел бы видеть их. Ну, зачем мне это? Сыну 3 года, когда лучше крестить? Ну, когда найдете хорошего крестного. Для того, чтобы крестить младенца, у него должен быть крестный. И нужно найти хорошего крестного, который был бы ему примером христианской жизни. Как только такого крестного найдете, то сразу крестите. Интересно мнение. Подруга тоже 19 лет, она встречается с мужчиной 35 лет. Как думаете, это адекватная разница в возрасте? Мне кажется, это слишком огромная разница мировоззрения уже заложена. Вы простите, я не буду отвечать на этот вопрос, потому что каждый такой случай, он особенный. Для кого-то, может быть, это слишком, для кого-то это в самый раз. Люди же по-разному воспитаны, и у них разные представления о, о справедливости, о том, что есть правильно и неправильно, о добре и зле. Поэтому, если для нас это кажется слишком, ну, а для подруги это кажется в самый раз. Зачем мы будем ее жизнь обсуждать? Как вы думаете по поводу того, что церковь стала бизнесом? Я неоднократно уже говорил об этом. Скажу еще раз. Церковь это Голгофа. Голгофа это гора, на которой был распят Иисус Христос. И вот на этой горе, где был распят Иисус Христос, там было много разных людей. Там были наемники, римские солдаты, да, контрактники, которым велели его прибить на крест, распять на кресте. Там были, как бы сказать, элита иудейского народа, первосвященники, которые знали, что Иисус Христос Божий Сын, они видели это его
его чудеса, слышали его учения и понимали, что обычный человек так не может говорить и так не может такие чудеса совершать. Но он мешал их бизнесу, и поэтому они его приговорили, ну, они его предали и приговорили, в общем-то, к смерти. Вот они тоже были на Голгофе. То есть на Голгофе, где был распят Иисус Христос, были контрактники, наемники, были предатели, элиты иудейского народа, были зеваки, люди, которые пришли просто на праздник. Вот. Были, собственно говоря, два разбойника. Один благоразумный, который исповедовал Христа Богом, а другой, значит, который его проклинал. И там были ученики Христа. Вот, и Матерь Божия, и сам Господь. Так вот, церковь — это Голгофа. То есть церковь — это место, где распят Иисус Христос, и там есть очень разные люди в церкви. И бизнесмены, ну, вот эти вот, которые делали бизнес, и которым Иисус Христос мешал. Вот. И наемники здесь есть, и зеваки, которые ничего вообще не понимают, что происходит, да. И разбойники здесь есть в церкви, и ученики Христовы, и сам Господь. Так вот, нам, приходя в церковь, нужно искать ну, не осуждать там разбойников или там бизнесменов или предателей, а нам нужно искать Господа. И если кто-то нас смущает своим поведением, а, значит, нам не нужно осуждать этого человека, а нужно просто сказать: я пришел сюда ко Христу, пожалуйста, меня к нему проведите, вот. А если не можете, тогда меня, ну, оставьте в покое, так можно сказать. Вот поэтому в церкви есть разные люди, не только бизнесмены. Как побороть рукоблудие в юном и зрелом возрасте? Не могу молиться с чистым сердцем из-за этого. Нужно жениться. Вам нужно жениться. Я завидую животным, вот они отдыхают, лежат, их кормят и так далее. Ну, у нас, у людей особая миссия от Бога. Мы обладаем бессмертной душой, свободной волей, сознанием. Вот, и поэтому этот груз приходится нести. Мы не можем жить как животные. Мы обязательно должны в этом мире, в этой жизни познать Бога и общаться с Богом. Цель жизни — это приближение к Богу, богопознание, богообщение. Вот. А приближение к Богу это любовь. И любовь, когда человек научился любить, и сам любим, и других любит, делает человека счастливым. Так вот, цель человеческой жизни — стать счастливым, а это возможно только в том случае, если человек ну, общается с Богом. Общается с Богом. Как относитесь к богатству, когда попы на «Тойотах»? Ой, ну я уже говорил про это насчет хороших машин, дорогих машин, что хорошая машина, в моем представлении, это просто инструмент. Вот. И кто из вас, допустим, занимался стройкой, строительством или ремонтом, вот, то знает, что лучше работать хорошим инструментом, хорошим шуруповертом, хорошим уровнем, допустим, да, там лазерным, вот, отбивать уровень, вот, хороший топор, там, хорошая ножовка и так далее. Таким инструментом работать приятно, вот, потому что он позволяет добиться целей с наименьшими усилиями. И машина — это тоже просто инструмент, который позволяет, ну, из точки А в точку Б добраться с наименьшими усилиями, так скажем, да. Вот поэтому, ну, если машина хорошая, Toyota, значит, она не ломается. Если она не ломается, значит, ты меньше времени посвящаешь тому, ну, чему ты, как бы сказать, э, ну, ремонту, собственно говоря, да. Кому хочется лежать под машиной? Хочется же, чтобы она просто ездила и перевозила тебе, ну, тебя а, там, к цели твоего путешествия, правильно? Поэтому Toyota или там не Toyota, но если хорошая машина российская, Аурус, там, или какая-то, допустим, вот Газель, отличная машина, ну и слава богу, она ездит и не ломается, значит, она свое предназначение выполняет. Вот. Поэтому дело же не в том, что там
попы на «Тойотах». Ну, а на чем им еще бедным ездить? Э, на «Тойотах». Сейчас все ездят на «Тойотах», не только попы. И врачи, и военные, и инженера, вот, и фермеры, и нянечки в детском саду. Ты что, мусульманин? Нет, я христианин. Что вас впервые сподвигло пойти в церковь и посвятить этому жизнь, если можно так это назвать? М, Что сподвигло пойти в церковь и посвятить этому жизнь? Стремление жить ну, найти смысл жизни и жить счастливо. Вот. И когда я понял, что жить счастливо может человек только в единстве с Богом, я тогда пошел в церковь и стал служить Богу, посвятил этому жизнь. Батюшка, я сидела за компьютером, и вдруг за спиной появился, значит, нечистый, я онемела, а он сказал: что играешь? Я ответила: да. Потом думала, мне показалось, но на линолеуме были следы копыт. Может быть, это был квадробер. А у нас дома джинны-шайтаны. Так, как у вас дела? Слава Украине. Вы батюшка, так вы жили. Но ведь бабушки зачастую продают квартиры, чтобы построить храм, а попы в это время на «Тойотах», и начинаешь относиться к этому, видя на все это. Но нет, я не думаю, что бабушки прям продают квартиры, чтобы построить храм. Если кто-то пожелает продать свою квартиру и построить храм, священник, скорее всего, отговорит человека от этого, потому что, ну, как бы, нет нужды сейчас в том, чтобы строить храмы на деньги, там, на последние деньги бабушек-старушек. Вот. А, Люди жертвуют по мере сил, так что им и самим остается, и храм строится потихонечку. Вот. Ну, а когда люди злоупотребляют такими пожертвованиями, допустим, покупают дорогие машины вместо того, чтобы по назначению эти деньги потратить, конечно, это грех. Теплое с мягким путаете. Нас Писания учили скромности, а тут поп на «Лексусе». Ну, как-то не шибко скромно. Ну да, наверное, нет, и есть, вообще вот так есть такое правило, что священник должен жить, э, не богато, чтобы это не вызывало смущения у людей, но и не слишком бедно, потому что, ну, это, как бы сказать, М, тоже нехорошо. В общем, если священник там с хлеба на воду перебивается, это значит, прихожане, на котором на приходе, где он служит, значит, они как бы о нем не заботятся. То есть человек служит на приходе, он совершает службу, молится о них, а они как бы о нем не заботятся. Священник должен жить на среднем уровне своих прихожан. То есть, если это какое-то бедное село, то священник должен жить ну, не богаче среднего своего прихожанина. Если это большой центральный столичный город, то священник живет, опять же, не богаче, ну, среднего своего прихожанина. Вот так вот примерно. Так. Равно как и в церкви Иисус торговать запрещал. Возьмем, к примеру, какой-то монастырь, торговля прямо неподалеку от иконостаса, терминал для оплаты с картой и не один. Неприятно посещать этот храм стало. Ну, это тоже, конечно, неправильно, если торговля прямо в храме, да еще там терминал для оплаты карты, это, конечно, перебор. Это, ну, перегиб, я тоже с вами согласен. Если человек говорит: «Я великий», это гордыня? Ну, конечно, если человек говорит: «Я великий». Как сказано в Священном Писании: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему славу дашь». То есть не нам, Господи, не нам, но имени Твоему славу дай. Друзья, тут вот человек надрывается, пишет Аллаху Акбар уже, наверное, 30-й раз. Вот. Видимо, он хочет, чтобы его заметили и чтобы как-то это прокомментировали. Друзья, тут у нас вечереет. И, в общем-то, как бы становится уже очень
А, и у меня заканчивается заряд на телефоне. Заряд на телефоне, да. Я отвечу на последний вопрос и буду закругляться, хорошо? Итак, ага, так. Батюшка, телепортация, левитация, телепатия — это от нечистого? Спрашивает. Телепортация — это перемещение по воздуху, да? Левитация — это, значит, молитва, ну, как бы, когда человек преодолевает, земное притяжение. И телепатия, когда мы знаем мысли других людей. Я не знаю, я не сталкивался с этими явлениями, но, в некоторых жизнеописаниях святых тоже описываются подобные явления. Там, например, преподобная Мария Египетская молилась, оторвавшись от земли. Вот, м, поэтому все-таки, видимо, такие дарования, они бывают от Бога тоже, да, вот от Святого Духа тоже. Вот, ну, наверно, в каждом конкретном случае надо рассматривать. Вот, например, если человек почитает Бога, он живет чистой жизнью в молитве, и Господь дает ему, ну, вот телепатия, то есть дает ему прозорливость, то есть знание, там, мыслей других людей, помыслов других людей, то, наверное, это все-таки от Бога, нужно сказать так, да. Если человек живет по Божьим заповедям, угождая Богу. А если не живет он, ну, нечисто, там, в блуде или в грехе, ну, явно такие дарования не от Бога. То есть нужно смотреть на жизнь самого человека. Доброго времени суток. Я сейчас наблюдал в прямом эфире за прихожанами, они поклонялись Богородице. Бог ведь не родил и не был рожден. Что скажете на этот вопрос? Это сложный богословский вопрос. Бог является Троицей, и Сын предвечно рождается от Отца, Дух Святой исходит от Отца, и Отец предвечно рождает Сына, и Дух Святой, значит, и исходит от Него, да. Вот. То есть это богословский догмат. Вот, и спорить об этом нечего. Что касается поклонения Богородице, то, э, мы почитаем Божию Матерь не как Бога. Христиане почитают Божию Матерь не как Бога, вот, потому что кроме Бога, значит, поклонения никто не достоин божеского поклонения, да. Но мы почитаем ее как, э, святую, избранную для того, чтобы Сын Божий пришел в мир. Вот. Конечно, она заслуживает почтения и уважения, и поклонения как почитания, да, так можно сказать, как, не как Бог, а как, человек, которая к Богу была настолько близка, что от нее Бог сошел на землю. И последний вопрос. Не шучу, терминал для оплаты и не один. Это про монастырь, видимо, вот тот, про тот говорится, да? Хотя территория позволяет и лавку открыть, и перенести, это не делают. Я в храм иду обрести духовное равновесие, а не за покупками. Но если у вас возникает осуждение в отношении каких-то правил вот в том или ином храме, ну, выберите себе другой храм, где другие порядки. Здравствуйте. Часто снятся покойные бабушка с дедушкой. Что нужно сделать? Нужно, конечно, о них молиться, о упокоении усопших. Имена их, пожалуйста, назовите. Если они крещенные, то мы поминаем их в церкви, на церковных службах, таких как панихида или лития, или во время молитвы о усопших на божественной литургии. А если это люди не крещенные, то мы молимся о них дома или раздаем милостыню в память о них. Вы, как духовный человек, приятный оратор. Жаль, что не попасть к вам вживую. Приезжайте к нам на Алтай, милости просим, и сможем с вами увидеться вживую. Друзья, братья и сестры, всех вас благодарю за участие в этом чате. Вот, очень рад
нашему такому общению. Все-таки есть же польза какая-то от соцсетей, да, но только не надо погружаться в них с головой. Подводим резюме сегодняшней нашей беседе, да. Вот, и нужно обязательно иметь другие хобби, кроме увлечения информационными технологиями и соцсетями. Всех благодарю вас, дай вам Бог здоровья, и мусульманам, и христианам, вот, и людям других взглядов и мировоззрений. Всех мы приветствуем, всех жалеем, всем желаем доброго здоровья, благополучия вам и вашим семьям. Трезво мыслим, трезво живем.